Здравствуйте, Саид Нурдалович. Меня зовут Наджмидин, я из Ташкентской области, живу в городе Микаваде. Я недавно открыл свой филиал по консалтинговой фирме. Но это наша консалтинговая фирма, которая отправляет ученика в зарубежном вузе. Казахстан, Кыргызстан, Россия. Знаете, Бегункул Филхон? Да, знаю. Я просто украл у него бизнес. Украл? Да. Зачем украл? Нет, просто. Копировал, скажи. Копировал, да. А, я его украл. Нет, копировал такой бизнес. Я знаю, вот, это парень посещал мой мини-мастер-класс. Да. Он научился делать бизнес. 3 раза посещал мини-мастер-класс. Просто я копировал такой бизнес. У меня вопрос такой, у меня сейчас филиал. Конкурентоспособность сейчас идет не так хорошо. Потому что есть такие люди, Потому что работают. Нет. Я Копировал, да. хочу, чтобы ты знал, никогда невозможно, копируя других, далеко пойти бизнесом. Потому что в бизнесе вам надо создавать что-то изюминки. Понимаете? Вы можете один раз копировать, и это поможет вам чуть-чуть взлет, а потом спад. Почему? Потому что далеко пойти невозможно. А если вы хотите, чтобы реально был бизнес успешный, у вас должны быть свои конкурентные преимущества. А если у вас нет конкурентных преимуществ, лучше не конкурируйте, потому что это пустая трата времени, энергии, денег. Времени успех будет, времени, вы чуть-чуть зарабатываете, но вы далеко не пойдете. У вас не будет процветающий бизнес на длительный период. У вас должно быть более 5 конкурентных преимуществ. На годовое обучение обучают, как это создавать, как это сделать. Более 5 конкурентных преимуществ должно быть. Только тогда ваш бизнес будет долговременнее, процветать, год за годом растет. Просто наш бизнес растущий, еще конкурентов мало, поэтому спрашивал. Да, это очень растущий. Образование растущий рынок сейчас. Потому что сейчас уже люди, вы замечаете, что уже люди перестали хвастаться своими машинами, своими телефонами, своими одеждами. Уже люди, когда сидишь, если ни о чем поговорить с ним, тебе не хочется с ним второй раз посидеть. Когда же если позовет, ты хочешь подальше держать. Почему? Потому что уже люди начинают понимать, что твое образование идти самая важная вещь. Поэтому не надо тратить на пустую так. Поэтому люди умнее становятся, читают книги. Если ты не читаешь книги, не посещаешь тренинги, тебе не интересно собеседник, с тобой не интересно общаться, а вокруг тебя люди растут, и останешься назад. А мини-мастер-класс тоже обучаете? Конечно. Там очень колоссальный знание. Вот это Элхом 3 раза посещал мини-мастер-класс. Вот это Элхом, а потом основной мастер-класс посещал. В Ташкенте он был. В Ташкенте, когда вы были, он первый раз приехал в Ташкент. Он с женой приехал на мини-мастер-класс у нас в Ташкент. Получилось так. Они, оказывается, накопили деньги, чтобы купить жену машину. Соответственно, жена не понимает на русском. Послушайте, у него очень интересная история. Жена не понимает на русском. Они приехали в Ташкент на курс, а курс стоит $1000, проживание, питание туда-сюда, и организационные расходы $500. На 2 человека $3000. У них было, оказывается, $3500. Еще $500, они брали мой часовую консультацию, оказывается. И все деньги потратили. И они накопили их не знаю сколько-то времени, чтобы машину купить жене. Соответственно, когда пришли туда, и жена постоянно, она же на русском не понимает, и, соответственно, каждый вечер ему что, он жалуется. Наверное, зря приехали, зачем нам надо было это? Да вот все деньги потратили. Она же все это время мечтала, что она сидит за рулем, подруга, крутая колбаса едет, и на тебе, машины нет. Согласны? И, соответственно, она капает на него, как змея, кусает каждый вечер. По чуть-чуть. И Элхом говорит, отсюда, когда уехали домой, я на самом деле едем, я думаю, на самом деле зря поехал, вот столько денег потратил, всего за 5 дней, какой кулак просто, сам себе мучил. Проходит 10 дней, или 15 дней. И начинаю говорить, заметить, что я думаю по-другому. И люди, которые меня окружают, они мыслят по-другому. Как будто я умнее иду. Когда он сам говорит, вообще от смеха упадете. А потом он начинает понимать свой бизнес, начинает анализировать свой бизнес с другой стороны. И начинает зарабатывать 50 раз больше, чем зарабатывал раньше. За 3 месяца. И у меня в Худжане мини-мастер-класс, он приезжает в Худжан и рассказывает об этом.
А потом в Фужанде мы закончились, через 2 дня был в Алмате мини-мастер-класс. Он поехал в Алмату. И когда в Алмате возвращался, он наладил 3 бизнеса в Бегабаде. Одно из них было это образование, то, что парень говорил, я украл. Второе из них это было, что он птицефабрика делал. Еще что-то, у него магазин есть, продуктовый магазин внутри завода, Бегабадского завода. Его развел. И потом он поехал на основной мастер-класс 14 дней, там в горах и так далее. Думал, что сейчас у него дела хорошо идут. У него мозги учиться. Знание сразу практиковать невозможно. Кто-то из вас, послушая меня, пойдет сразу делать, а кто-то из вас не умеет делать сразу. Значит, несколько раз надо мне послушать. Понять, как это практиковать. Понимаете? Повторно несколько раз надо послушать, чтобы понять, из какого угла начинать. Из какого угла. И вот так. И у него колоссальные результаты. А теперь рекомендую, если у тебя денег есть, иди на годовой. И создай. Если денег нет, иди на мини-мастер-класс, который будут чемпионы. Самый ближайший мини-мастер-класс чемпионы будут. $1000 стоит. Это немного. $500 на организационный расход уходит. $1500. Зато ты нормальный бизнес имеешь. Это круто. Я даже не знаю, когда. Самый ближайший, по-моему, чемпион. В декабре? Ого, это в этом году только. Больше нет? А ближайший нет и больше нигде? Да вы что? В декабре еще. Ну, значит, вот так, в общем. Значит, ближайший нет. Значит, тебе не повезло, парень. 3 месяца будешь продавать. Я не успею. Илхам годовой учится? Он как учится. Он пошагово вот так вырос, это парень, понимаешь? Пошагово вырос. Это классно. Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста, Крылья. У меня столовая, и при столовой пекарня. Мы тоже по незнанию долги дали. Продала недвижимость, квартиру. Долги погасила, какая-то сумма осталась. Куда можно ее? Вы хотите инвестировать? А туда не надо вам для столовой? Ну, или туда опять, я не знаю. Столовая идет? Положила, Нет, столовая идет? ну, не так сказать, чтобы прожить. Хорошо. Будете делать мой совет? Да. Вложите их в мозги. Да. Хотите, чтобы их не потерять? Да. Тогда вложите их в мозги. Деньги, которые вы вложите в мозги, вы никогда их не потеряете. Никогда. Понимаете, о чем? 3 преимущества, когда, даже 4. 4 преимущества, когда вы вложите в своих мозгах деньги. Самый первый, самая высокая рентабельность. Вы вложите 10 раз, 20 раз больше прибыль принесут. Второе, это деньги, которые вы никогда не потеряете. Если небольшая сумма, лучше положите их в мозги. Я приблизительно представляю, может быть, после этого осталось у вас либо 5 тысяч, либо 10 тысяч. Согласны? На 5 тысяч, 10 тысяч новый бизнес не откройте. Положите их в свои мозги. Она даст вам $100 000 прибыла. Понимаете, это круто. Второе, что вы никогда не потеряете деньги. Понимаете? Третье, эта инвестиция никогда не устареет. Она не устареет никогда. Понимаете, я когда прохожу границы, мне никто не говорит: Давлатов, давайте растамаживаем ваши мозги. Я иду в любую страну мира, зарабатываю. Это почему? Потому что в мозге это классная вещь. Он генерирует деньги, понимаете? Это похоже генератор с тобой, как свет производит, а у тебя производит деньги. Это же хорошая вещь. Поэтому мой совет к вам: 5 тысяч, 10 тысяч долларов никуда не инвестируйте. Это небольшая сумма. Даже если какой-то инвестиционной компании дадите, вам не дадут большие прибыли на них. Какой-то мизерный прибыль дадут. И эта мизерная прибыль ничего не изменит в вашей жизни. Но если вы положите в мозги, она реально работает. Это мой искренний совет к вам. Вы хотя, может быть, это не делаете, но все равно сказал. Просто много людей так. Вы сейчас послушайте меня, вы пойдете, потом послушайте своей подруги. И итоги вы делаете, как они говорят. Как интересный мир, да? Я миллионер. Я советую, как стать миллионером. Люди идут потом слушать своих соседей. Почему не знаю? Поэтому идите делать, хотите стать успешным? Пожалуйста, идите делайте так. Это 5 тысяч принесет вам $100 000. Хотите? Тогда платите их в свои мозги. И я научу вас, как сделать несколько правильных столовых. Или что-то другое, ближе к этому. Понимаете? Мои знания поможет вам кучу бизнес построить. Вот так. Пожалуйста.